Иса. Библейское чтение. Послание к Колоссянам, 4 глава. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, защищать тайну Христову, за которую я и в узах, чтобы открыл ее, как должен мне возвещать. Со внешним обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слова ваши да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тих, возлюбленный брат и верный служитель сотрудник в Господе, которого я для того и послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах, утешал сердца ваши, с Анисом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас он расскажет вам на всем здешнем. Приветствую вас, Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божьего, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епифраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязавшийся за вас молитву, чтобы вы пребывали совершенно исполненные всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, и о находящемся в Ладокии и Иераполе. Приветствую вас, Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствую братьев в Ладокии и Нифана, домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и Ладокийской церкви, а то, которого из Ладокии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотрите, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствуй моей рукою, Павловой. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.